Мы будем революцию делать и свергать вас. Пожалуйста. Вы понимаете, после таких заявлений сделать революцию, переворот и так далее, что это незаконные методы. Ну, Ленин же сделал, и все довольны. Я не знаю, там, что делал Ленин, меня тогда не было. Прывітанне. Мы живем у стагоддзі постпраўды. Праўда сёння ў кожнага свая. Асабліва добра ўпэўніць у сваей праўдзівасці, калі ў цябе ёсць манаполія на гвалт. У сённяшняй перадачы вы пачуеце, якімі думкамі пра праўду жыве міністр інфармацыі Беларусі Владимир Перцов. Вот есть такой журналист Озаренок, он разжигает вражду. Извините, заключение о том, что он разжигает, могут давать только суд и иные компетентные правоохранительные органы. Ах ты сука, и блядь. У нас в стране большое многообразие телевизионных каналов, как белорусских, так и зарубежных. У вас, как у зрителей, есть право смотреть или не смотреть. Я смотрю Белсат, потому что мне не нравится то, что белорусские новости подают. Но, между прочим, Белсат является экстремистским средством массовой информации. Но это и только то, что плюсы. вы его смотрите, вам это особого, знаете, не делает. Ну, если бы вправду наши СМИ А вы подавали. считаете, что Белсат говорит правду? Конечно. Заўважце, што міністр Перцоў не стаў апраўдвацца пра брахню праўладных СМІ. Ён узгадаў польскія. Ну, хоть какую-то новость из последнего, что Белсат сказал, давайте, что там правда. Что у нас обрушилась экономика? А что у нас с экономикой, хорошие дела, что У ли? нас с экономикой 101,2% рост. Дай бог, чтобы в Польше был такой рост экономики. Ага, понятно. Так у нас лучше, чем в Польше дела. Ну, на данный момент, да, объективно, да. Просто у Польши санкций нету, а у нас мы под санкциями. Да, а нас 27 лет, в том числе и Польша, душит санкциями. И как-то мы развиваемся вопреки их душениям. Вы считаете, что пропаганда, которую оплачивает польское правительство, будет нести вам правду какую-то? Вось тут я, напэўна, пагаджуся з Перцовым, што прапаганда фарміруе наш светапогляд і з дапамогай гэтага інструмента могуць маніпуляваць на нашых інстынктах і перажываннях. Гэта даволі азартная гульня. Я сам займаюся прапагандай, Белсат займаецца прапагандай. І з маіх назіранняў я бачу, што чым больш неадукаваны глядач, тым прасцей яго пераканаць. Вы смотрите Белсат, а польские граждане белорусское телевидение смотреть не могут. Вот в этом разница наших государств. Вот посмотришь Озаренка, да, и к чему он научит хорошему? Дрянь поганая. Слушайте, вы посмотрите на ведущих Белсата, чему они хорошим могут научить. Да я лично с ними знаком, хорошие сюда с люди. оружием убивать белорусских людей? Вы против убийств, да? Я против убийства. Так а чего же убивали Змагаров в 2020 году? Каких Змагаров убивали в 2020 Романом году? Бондаренко, помните ситуацию? Ну и кто его убил? Кто его убил? У нас каждый день происходит в стране много хулиганств, убийств и других преступлений. Так что, этим хвастаться Причем здесь можно? 20-й год. Ну, кто убил вашего Романа Бондаренко? Вы Вот можете кто сказать? убил? А почему Следственный комитет не А разобрался? кто убил много других людей в нашей стране в результате несчастных случаев, происшествий и хулиганства? Да, а Вы где можете политические на это конкуренты Лукашенко? Почему убит Захаренко, Завадский, Красовский? Я не знаю, где Захаренко, Красовский, Красуцкий. Я про это не знаю ничего. А вот вы же даже Меня в то министр... время и не было на свете, наверное. Министерство информации, а вы и не знаете. Все знают, а вы не знаете. Министерство информации занимается регулированием работы средств массовой информации и интернет-ресурсов на территории Беларуси, а не той информации, о которой вы говорите. То, что находится в медицинских картах, это тоже информация. Но мы к регулированию этой информации не имеем отношения. Но Озаренка мы не любим. Мы хотим, чтобы его прибрали. Так это ваше гражданское право в свободной стране. Так мы же вас или не любить. финансируем, Смотрите, понимаете, вы нас Владимир не Борисович. финансируете. А кто вас Вы финансирует? нас не финансируете. За ОСТВ коммерческая организация, закрытое акционерное общество, которое живет за счет коммерческих доходов. И все. Из бюджета финансируется только национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь. Эти сведения открыты, у нас бюджет прозрачный. Понятно. Так мы никак не можем повлиять на информационную повестку СМИ наших белорусских. А почему вы должны влиять на информационную Потому повестку? что Озаренок нам не нравится, он разжигает рознь, Не потому что нравится, не неправда, смотрите, это ваше потому что гражданское фейки. право.
Какие фейки у Озаренка, скажите? Украина. Страна Гоголя и Булгакова, страна великих Киево-Печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. На сегодняшний день и давно уже достаточно Украина является нам враждебным государством. А когда такие заявления делались, несмотря ни на что, Украина была нам дружественной страной. Украина первая разожгла против нас экономическую войну. И это тоже война. А, так вы решили таким способом проблему решить, горячей войной? Мы никакую проблему горящей войной не решаем. Белорусские вооруженные силы в войне не участвуют. А что ж тогда, вот мы к фейкам как раз приходим, а что ж тогда Лукашенко говорит, что мы участвуем в этой спецоперации? Мы участвуем лишь только в лечении и снабжении и в обучении вооруженных сил Российской Федерации. Так это то же самое, это содействие агрессору. Это не то же самое. Нет, это не то же самое. По мировой военной классификации это не является участием в вооруженном конфликте. А, вот оно что, когда вы помогаете... Изучайте документы. Да, мы помогаем. И Украине помогают другие государства, но они не участвуют в вооруженном конфликте. Слухайте, а сапраўды, чаму б НАТО адкрыта не паўдзельнічаць у гэтым канфлікце? Ведаеце, чаму яны не робяць гэтага? Таму што грамадзяне, іхнія грамадзяне гэтага не жадаюць. Заходні свет беражы сваіх выбаршчыкаў ад такога стрэсу. А вось Беларусь з Расіяй выкарыстоўвае вайну, каб пужаць насельніцтва тым, што на нас хочуць напасці. Дык вось толькі напала першая Расія, а Лукашенко яшчэ дапамагае гэтаму. 50 государств участвует в финансировании, помощи, вооружении, лечении Украины. А мы единственная страна, кто помогает России. Понятно. Но это ж против мнения граждан. Мы же не хотим помогать России. Это из чего вы взяли, что вы не хотите помогать России? У нас же сильное антивоенное настроение. Это у кого? У вас, может у быть, белорусов. лично, у других белорусы нет. против нет, войны. Это неправда. Мы, белорусы, за мир! За мир! За мир! За мир! За мир! За мир! Это неправда. Я Белорусы знаю за войну? социологию. Белорусы не за войну. Белорусы за то, чтобы помогать России и бороться против фашистов. Так кто напал на Украину? Подождите, что значит напал на Украину? Кто напал на Украину? А кто с 2014 года провел военный переворот в Украине и бомбил Донбасс, несмотря на мирные соглашения Минские? Хто придумаў гэтую легенду? Нават сам Прыгожин, сябр Лукашэнкі, апроверг гэтую догму про Донбасс. А калі Перцова так хвалявала бомбёжка Донбасса, чаму яго не хваляваў паход Прыгожина на Москву? Чаму яго не хвалюе то, што Лукашенко прыйціў мяцежніка і рэвалюцыянера, які забіў рускіх лётчыкаў? Дзе быў Перцов, калі геноцид русских отбывался на России? Вам лично какое дело до внутренних дел Украины? Там живут русские люди, русскоговорящие люди. Там шел геноцид русского народа. Какое вам дело до русского народа в Украине? Это территория суверенной Украины. Вам дело какое до этого? Мне никакого дела. Вы спрашиваете, я вам отвечаю. Ну так вот Нам Украина сама дела. разберется. Когда сепаратизм начнется в Беларуси, вы будете разбираться военными методами. Когда в Украине начался сепаратизм, разобрались по законодательству, тоже военными методами. И Пригожин недавно заявил... Они подписали в Минске соглашение и ни одного пункта не исполнили. А почему? Соглашение подписали. А почему? Вот это к ним вопрос. Вот тоже у нас есть конституция, где не исполняется. Почему должно какие-то договоренности исполняться вообще? Потому что они были подписаны и парафированы в Минске при участии многих президентов под их гарантией. Оланда, Меркель, Путина, наш президент там присутствует. А что не исполняется? А что не Почему исполняется? 8 лет бомбили, хоть обещали не бомбить? А потом вы берете только с последней отсечки, почему вошли войска. Потому что надо было начинать операцию по демилитаризации, денацификации. Получилось? Ну, получается пока, вроде неплохо. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой, чтобы один человек, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. То, что вы один не поддерживаете, это ваше гражданское право. Можете поддерживать, можете А вы не поддерживаете? А я поддерживаю. Это мое гражданское право. В этом и есть основа демократического государства.
в отличие от тоталитарной Украины и вашей Польши. Так у нас демократия получается в стране. У нас демократия, это прописано в Конституции, в преамбуле. Республика Беларусь – унитарное, правовое, демократическое государство. А живя Беларусь можно говорить? Это ваше право, говорите что угодно. Так за это наказывают. Ну, может быть, если это фашистский призыв, вас накажут. Так говорили коллаборанты с 41 по 44 год. И Янка Купала Которые здесь писал в диковали. своих вершах. Такое Вы тоже. не передергивайте, там по-другому сказано. Строчку Купалы полностью процитируйте. Там по-другому написано. Не выдергивайте слова. Там не Из по-фашистски верша Янки написано. Купалы. Я ваши ходы, вот эти БЧБшные, все изучил. Ну, Изучил. Ну тогда скажите, почему Лукашенко под БЧБ присягу принимал? Потому что на тот момент незаконно. У нас никто на референдуме не спрашивал. Шушкевичи и остальные изменили флаг. И Кебичи на БЧБ с советского БССРовского. У нас никто не спрашивал. А потом на референдуме мы поменяли флаг на наш. А на тот момент был действующий БЧБ флаг. Он всегда был у оккупантов. Он был при Кайзере, он был при Гитлере, и он был с 91 по 94 год. Так вы осуждаете, что Лукашенко принимал присягу под БЧБ стягом? Я не осуждаю, на тот момент он был действующий флаг. По-другому никак нельзя было. То есть это наша история? Это ваша история, этот флаг, не моя. У меня под этим флагом семью в концлагерь сгоняли, родителей, половину семьи. Прям под этим флагом? Под этим флагом прямо, под БЧБ. Прям под этим. Белорусско-мовные каратели. Даже так? Концлагерь 5-й полк в Витебске. Изучите, есть фотодокументы. Стояли, и все помнят цвет этого флага. Ну понятно. Так, Даже так и так. И это историческая правда. Понятно. Так в России тоже ж под российским триколором тоже такое же делали? Послушайте, я не имею права, полномочий и компетенций говорить о других странах. Что там происходит, под какими флагами и так далее. О як! Про денацифікацію України ён може говорити, а про русских колаборантів не може. А що так? Може ягоную сім'ю русские коллаборанты под триколором у концлагерь гнали? Вы несете нам неправдивую пропагандистскую информацию. Мы устали от агрессии. Давайте по пальцам. Хорошо, давайте. Кто подарил Теслу Лукашенке, автомобиль Тесла? А в чем тут неправдивая или правдивая информация? Лукашенко заявил, что ему сам Илон Маск подарил. Это правда? Подождите, а в чем тут правдивая и неправдивая информация, которую мы несем? Я вам говорил, что Илон Маск подарил Теслу Лукашенко. Лукашенко заявил, по белорусскому телевидению показали это, что ему подарил Илон Маск Теслу. Это правда? Подождите, нам всем подарил Илон Маск Теслу. А вот как вы выкрутились. Нет, это сказано было не так. Это было сказано, что лично подарил. У меня есть Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Ну, может быть, ошибся, и что? Так расскажите про это, что у нас президент недалекий. Я тоже перепутал недавно Словакию и Сербию. Ну, бывает так, когда выступаешь. Но это ваши проблемы, да. Я не могу сказать, что недалекий. Это неправда. Через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Человек с 2 высшими образованиями и с таким опытом руководства, и ни один ваш хозяин, который финансирует Белсат, не считает его недалеким. Ты слушай, поедем, пивка попьем. Вон у меня на заднем сиденье пару телок сидит. А наоборот, очень умным и продвинутым политикам. Я читаю их документы. Я каждый день читаю американские и европейские обзоры. Даже вы вот что читаете. Вот оно что. Да, так даже вам я очень, вот это читаю. вам да. очень интересны западные источники, вот эти все, на которые вы Очень гоните, интересны западные источники. что это проклятые страны, что там ЛГБТ-пропаганда, что там сатанизм и все. И вы вот внимательно А изучаете. почему это да? проклятые страны? Да, а что там нет ЛГБТ? Ну, как Озаренок говорит. Ну, он же нам Там нет обещает про то. ЛГБТ-пропаганды. Подождите, а там нет ЛГБТ-пропаганды? А как это на ваше качество жизни повлияло? На мое никак, на их повлияло. Ну, так это их проблемы. Пусть живут как хотят. Ну, это их проблема. Мы не хотим, чтобы у нас были такие проблемы. У нас Беларусь на кону. У нас в Беларуси разваливается промышленность, производство. У нас бюджет принят с Это какая-то у нас дефицитом. промышленность... Подождите, какая у нас промышленность разваливается?
У нас Колхозы у нас заводы в развалились, Минске сельское работают хозяйство, у людей, нас коровы дохнут каждый день. У нас сельское хозяйство профицитное по прошлому году. Рекордные поставки за рубеж продуктов сельского хозяйства. Рекордные. Рекордные прямо. И прям санкции не Да, помешали. А Беларусь калий Не что? помешали. Наоборот. Беларусь калий мы как в Индию и в Китай поставляем, так и поставляем. А объективно в стране стало лучше. Посмотрите вокруг. Какие дома, какие дороги, какие машины. Вы такой идейный человек, вообще, вы меня Да. удивили. Вы просто вот готовы за своего хозяина, вот ваша рабская душа, готовы ему Ну, слушайте, просто... так это у вас рабская душа. Вы готовы подчиняться другому вражескому государству. Сёння ворожая держава для меня – это Беларусь. У Літве я реалізовую і зарабляю больш, чым у Беларусі. А ў Беларусі я вораг. Што ён гародзіць? Гэта яго мантра для дурняў. Вы плохой министр информации. Мы даем Это вам ваше оценку. частное мнение. Не вам давать мне оценку. Не вы мой наниматель. Вот именно, мы вас не нанимали, и вы нам не нужны. Правильно, да. А если мы вас наймем и будем вам формировать Да. зарплату, кто вам зарплату Дай бог, формирует? чтобы такого не было. Дай бог, чтобы так было. Кто вам формирует зарплату? Мне формирует зарплату правительство Республики Беларусь. А правительству Членом кто которого формирует? Правительство формирует президент по Конституции. А, так это вам президент платит. Нет, мне платит бюджет Республики Беларусь. Вот, а мы, белорусы, формируем этот бюджет. И мы не хотим, чтобы такой вот министр, который оправдывает российскую агрессию, оправдывает войну, оправдывает убийство мирных украинцев, чтобы занимал такую должность, как вы. Ах ты сука и блядь. И боготворил Озаренка, вот этого дурачка, этого ненормального. Послушайте, вы, пожалуйста, с оскорблениями поаккуратнее. А вы против оскорблений? А Лукашенко гнидой назвал Зеленского. Мудаком наверное, назвал за что-то. этих Наверное, за наблюдателей. Мудаком, как вам такое говорит? Мудак. Ну, наверное, за что-то. Так за что-то ж, наверное, я назвал дурачком Озаренка. Я не считаю, что Озаренок дурачок. Ты отвечать, поганая сука, будешь. Он очень образованный и начитанный молодой Очень человек. начитанный, Очень образованный. образованный. Ты существо, зловонный навоз. Значит, вам нравится. Что нравится? Мне не нравится. Значит, у вас вызывает это какие-то эмоции. Какие? Значит, его Это работа самые как негативные журналиста эмоции. Ваша хорошая. задача работать на негативные эмоции. Нет. Мы не управляем редакционной политикой СМИ, в отличие от Польши. Вы неправильно понимаете деятельность министерства. Я так разумею, что дзейнасць Міністэрства інфармацыі заключаецца ў тым, каб заахвочваць насельніцтва Беларусі на распальванне варожасці да ідэалагічных ворагаў. Што будзе, калі я напярцова скажу, што ён не чалавек, а гнойная жыжа, пачварана, гніда і мудак? Як гэта расцэніць Міністэрства інфармацыі, калі б я быў СМІ? На оскорбление сходить я не приветствую. Напишите ў каментарах, што будзе з Пярцовым, калі мы прыйдзем да ўлады. Я желаю вам творческих побед в этом направлении. Хорошо. На гэтым усё. Слава Украине. Жыве Беларусь. До сустрэчы в эфире. Как нам помирить наш Змагаров и Ебатик? Как нам восстановить нацию? Так мы с вами и не ругались. А, не ругались. Перестаньте нам польские мантры рассказывать.